Здравствуйте. На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112», в студии Эльвира Фазлиева. И сегодня мы расскажем, как на проспекте Победы в Казани столкнулись 3 попутных автомобиля. Белый начала с этого ряда перестраиваться туда, и, я как понял, я только в зеркало видел. И крупные аварии в Нурлатском районе. Пострадали 5 человек, среди которых полуторагодовалая девочка. Покажем пьяного водителя, которого автоинспекторы задержали на улице Химиков. Вы уже видите, я понял, вообще видно же. А также не оставили в беде. Да, я сам вызвал, то есть, по-благородски, по-людски. Посетители круглосуточного бара сильно обеспокоились состоянием здоровья прохожей женщины. Глубочайшее ранение на лице, там вообще глубочайшее ранение. Это и не только. Прямо сейчас. 3 автомобиля: внедорожник Toyota, Hyundai Solaris и Renault Logan столкнулись вечером на проспекте Победы. Все 3 автомобиля двигались в одну сторону, когда Toyota на большой скорости врезалась в Hyundai сзади. Легковушку развернула и выбросила с дороги, а Toyota отбросила на соседнюю иномарку. А я смотрю в зеркало, догоняет. Пытался уйти, но все равно... Владельцу Рено повезло в этой ситуации больше всего. Он ехал по 4-й полосе, на ней и остался. Уйти на соседнюю просто не успел. Все происходящее видел в зеркала. Белый начала с этого ряда перестраиваться туда, и, я как понял, я только в зеркало видел. Он хотел, видимо, повернуть, а джип автобус нет. Вину вроде признает. Основной удар пришелся в заднюю часть Hyundai. Его водитель утверждает, что ехал следом за Рено и никуда не сворачивал. Когда в него сзади врезалась Toyota, двигался прямо. Второй полосы. Просто прямо никуда поворачивали? Никуда не поворачивали. Просто ехали. Он просто ехал, сзади врезался и все. На заднем сидении Hyundai в момент аварии находился пассажир. Он чудом не пострадал. Легковушку развернуло на 180 градусов и выбросило с дороги на газон. Внедорожник после этого столкновения откинуло влево на Рено, после чего машины остановились. Повреждений у французской иномарки меньше всего. Вмятины не влияют на способность автомобиля передвигаться. У Toyota сильно разбита передняя часть. Есть ли смысл восстанавливать Hyundai, будет ясно после оценки стоимости ремонта. Сейчас составляем схему происшествия и все. Отпишитесь у нас и поедем хоть куда. После составления схемы происшествия участники отправились в Центр оформления ДТП, чтобы не создавать помех другим участникам движения. Юлия Гоголева, Константин Бушуев, «Вызов 112». 5 человек, среди которых маленький ребенок, пострадали в результате крупной аварии в Нурлатском районе. За полчаса до полудня на автодороге Нурлат-Новая Тумба вблизи села Чулпаново столкнулись 2 «Лады» – Веста и Калина. Взрослых госпитализировали в районные клиники. Полуторагодовалую девочку с закрытой черепно-мозговой травмой доставили в ДРКБ. По предварительным данным, авария произошла по вине 31-летнего водителя «Лады» Веста, который при выезде со второстепенной дороги на главную не предоставил преимущества двигавшейся там Калине. По факту происшествия прокуратура проводит проверку. После установления тяжести вреда здоровью пострадавших будет приниматься решение о возбуждении уголовного дела. Водители сразу 2 автомобилей, в которых люди ехали, высунувшись из окон и люков, выявили сотрудники автоинспекции. Видео нарушения очевидцы выложили в социальных сетях. Водитель кроссовера Kia на дороге в поселке Салмачи вез пассажиров, которые вылезли из окон и сидели на дверях. А водитель Volvo на улице Декабристов вез девушку фактически на крыше своего автомобиля. Она практически вся вылезла из люка. Сотрудники ГИБДД установили, что Kia управлял 19-летний молодой человек. За рулем Volvo был 36-летний мужчина. В отношении обоих были составлены административные материалы за непристегнутые ремни безопасности, разрешение правил расположения машины на дороге, нарушение правил перевозки людей. А водителю Kia также предстоит ответить за отсутствие полиса обязательного страхования. Сотрудники ГИБДД напоминают, что водитель, управляя транспортным средством повышенной опасности, несет ответственность за жизнь и здоровье пассажиров и обязан проконтролировать соблюдение ими правил дорожного движения. Сильно нетрезвого водителя «Шевроле» задержали автоинспекторы на улице Химиков. У мужчины сначала возник конфликт с посетителями одного из баров. После словесной перепалки мужчина сел в машину и уехал. Очевидцы сообщили номера автомобиля в ГИБДД и поделились предположением, что за рулем нетрезвый человек. Машину задержали на улице Беломорская. Посетители питейного заведения водителя опознали.
В машине автоинспекторов он каялся, просил его понять и простить, и по возможности отпустить домой. За несколько минут до этого у мужчины возник конфликт с посетителями одного из баров на улице Химиков. После словесной перепалки мужчина сел в «Шевроле Круз» и уехал. Очевидцы сообщили номера автомобиля в ГИБДД и поделились предположением, что за рулем нетрезвый человек. Машину задержали на улице Беломорская. Посетители питейного заведения водителя опознали. Открой-ка окошко. Окошко открой. Впрочем, совсем скоро они помирились и претензий друг к другу не имели. Вопросы по состоянию водителя иномарки оставались у автоинспекторов. Они предложили водителю пройти экспресс-тест на употребление спиртного. Он не отказался в надежде на то, что уже успел протрезветь, но связь с реальностью он все же не утратил. Что там, труп будет? Охватывайте губами и дуйте спокойно и долго. А можно возле меня? Он тянул время, прерывал выдох и делал все, чтобы сорвать тест. Обхватывайте губами. Я понимаю, что значит обхватывайте губами. Ему было то грустно, то охватывала сильная радость. Ну честно. Ну за меня давай. Давайте. Сильнее. Еще. Вы не дуйте. Хватит? Да уже видите, охватывайте губами и дуйте. Ладно, я понял. Я в щи, видно же. После десятка подобных попыток он осознал свое положение, ему уже не спасти. И, видимо, самому стал интересен реальный результат. Давай все дую. 1,5 года. Разница завес, сколько там будет-то? А мы поедем. Может, я трезвый вообще? Может быть, и трезвый. 896, видите? Пьяным за рулем он до этого не попадался, поэтому мужчину ждет только административная ответственность. Штраф 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет. Алсов Медянова, Константин Бушуев, вызов 112. В Высокогорском районе полицейские обнаружили и изъяли больше полукилограмма наркотических средств. Они были бережно расфасованы по пакетам и хранились в гараже у 40-летнего мужчины. Эксперты установили, что изъятое – это 39,5 граммов марихуаны и 508 граммов растения конопли. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение наркотических средств». А в Новосавиновском районе Казани полицейские обратили внимание на 2 гуляющих среди ночи и странно ведущих себя подростков. 15-летний парня и его 14-летнюю подругу досмотрели. У них нашли сверток с неизвестным веществом. Экспертиза позже установила, что это мефедрон массой почти 0,9 грамма. Задержанные рассказали, что работают на нелегальный интернет-магазин. В их обязанности входило забирать из тайника оптовую закладку, расфасовывать наркотики на мелкие дозы и раскладывать их на территории Казани. При этом подростки сами употребляли то, что распространяли. Из оборудованных ими тайников оперативники изъяли без малого 5 граммов мефедрона. Теперь несовершеннолетним подросткам грозит до 15 лет лишения свободы. Возраста привлечения к уголовной ответственности за особо тяжкие преступления они уже достигли. Полицейские напоминают, что обо всех преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков и содержанием наркопритонов, можно круглосуточно сообщать по телефону доверия МВД 291 2002, а также по телефонам 02 и 112. Сообщение о женщине с ножевым ранением лица поступило вечером в полицию от посетителя одного из баров на улице Чапаева. Звонивший уверял, что на лице женщины глубочайшие разрезы и ей срочно требуется медицинская помощь. На место тут же выехали стражи порядка и врачи. Женщину действительно обнаружили, но травмы лица у нее были скорее от ударов, нежели от ножа, и, вероятно, получены не этим вечером. Глубочайшее ранение на лице, там вообще глубочайшее ранение. Скорую помощь и полицию вызвал именно он. Рассказывает, поступить по-другому просто не мог. Да, я сам вызвал, то есть, по-благородски, по-людски. То есть, как я могу обойти любого человека? То есть, я же не могу обойти вот так, человека бросить. Я вызвал скорую, она говорит, не зови. Я ей налил чай, кофе там, то есть, я ей купил этот треугольник татарский наши. Эту женщину, рассказывает, видел в первый раз в жизни. Я ее вообще знать не знаю. Вот. Говорит, со своей подругой зашли в бар выпить кофе, заказали пиццу. И тут туда же заходит пострадавшая. Оставить в беде не смогли. Вот эта женщина, я не знаю каких возрастов,
То есть она вся побита, там кровь течет. То есть мы ей угостили кофе, чаем. Пострадавшая рассказала мужчине, что травмы получила на соседней улице, но не стала уточнять, при каких именно обстоятельствах. Прибывшие на место врачи скорой помощи женщину отвезли в больницу для тщательного осмотра. Писать заявление в полицию она отказалась. Рамиль Шайдуллин, Константин Бушуев, «Вызов 112». Это все, о чем успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 8 98 69 112 112. Также мы доступны и в социальных сетях. Присылайте видео, снятое вами. В студии была Эльвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.